Хочу вам представить первого. Первое – это Юлдус Нуреевича Халиуллина, выдающегося востоковеда по образованию, дипломата по профессии. Ведь он 40 лет проработал в системе Министерства иностранных дел. Он был в Пакистане вице-консулом многие годы. И, естественно, его труды, а у него более 40 книг о ученых, о великих ученых Востока. И вот эта книжка, которую вот я вам показываю сейчас, называется «Выдающиеся мусульманские ученые XX века». Он сам расскажет о этих трех величайших представителей мусульманского мира. Это тут и физики, и философы, и люди, которые вносили в Восток свои знания и свои открытия. Один из них – это лауреат Нобелевской премии Абдус-Салам и его близких друзей, крупного юриста по международным, профессора Зафруллы Хана и экономиста-практика Ахмада. Всех, конечно, мы не знаем многие, тем более молодежь не знает, да и многие и те, кто не вращается в кругах дипломатов, в кругах физиков, тоже могут их не знать. И я думаю, что тот труд, который Юлдус Нуреевич внес в наше время, оно неоценимо. Поэтому я с большим удовольствием и преклоняясь перед его трудом, перед его знаниями, он знает много иностранных языков, поэтому передаю ему слово. И первое, что я прошу, после того, как он расскажет об этих ученых, расскажет о том, как он создавал эту книжку, пожалуйста, приготовьтесь задавать ему вопросы. Сүзне татарша Татарша. әйтергә кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мин әйткәнчә бер 10 ел Пакистанда яшәдем. Вице-консул, консул СССР, Карачи, крупнейшем городе Пакистана, где 15 миллионов населения, столько же, столько Москва. Во время пребывания там, в начале, когда я работал вице-консулом, в конце 60-х годов, посол, советский посол, который находится на севере, вот во время работы консулом, вице-консулом СССР в Карачи, посол Советского Союза Сарвар Азимов позвонил мне, сказал, что сейчас заедет в Пакистан из Индии небольшая группа, делегация депутатов Верховного Совета СССР из 3 человек, 2 женщины и мужчина. Пожалуйста, проводите их, работайте с ними из Карачи в Лахор, из Лахора в Исламабад. Расстояние между Карачи и Лахором 800 километров. Лахор – это культурный центр Пакистана. И поехали. И там очень хорошо. Один день мы побывали в Лахоре. Правительство Панджаба, это крупнейшая провинция Пакистана, население 80 миллионов человек. Между прочим, 2 года тому назад там побывал президент Татарстана Миннеханов, заключил определенный контракт о сотрудничестве между Панджабом и Татарстаном. Правда, после этого уже премьер-министра сняли, там новые люди появились. Вот мы поехали, и правительство Панджаба устроило. Я рассказываю, каким образом я подошел к книге. Там во время пребывания устроили прием. Во время приема ко мне подошел 6 наших делегатов. Во время приема ко мне подошел крупный пакистанский писатель
лауреат Ленинской премии международной Фаиз Ахмед Фаиз. Я его хорошо знал, я с ним встречался в Москве, Карачи, Ташкенте, Лахоре. Он говорит, нам надо сейчас уйти с приема. Я говорю, почему? Потому что в Лахорском университете выступает крупнейший физик, крупнейший пакистанский ученый. Я говорю, о чем он будет говорить? О квантовой физике. Я говорю, разговор идет на урду. Я говорю, я ведь особенно не разбираюсь в квантовой физике. А писатель говорит, я вообще не знаю, что такое квантовая физика. Но поедем, узнаем, послушаем. Мы поехали, это была блестящая лекция. Эту лекцию читал профессор Лондонского университета. Одновременно он был главным научным сотрудником президента Пакистана. И он читал о квантовой физике наполовину на урду, наполовину... Термины все были, конечно, английские, блестяще почитал. А потом я должен был быстро уехать. Я с ним... Он меня представил к Абдусаламу. Я полторы-две минуты с ним разговаривал, потом я уехал. Как только приехал в гостиницу, мои делегаты, депутаты Верховного Совета СССР на меня набросились. Вы оставили на приеме, уехали куда-то. Я говорю, по нужным делам. Мы доложим послу, через час мы будем в Исламабаде, доложим послу, что вы оставили нас от них. Ну, я попросил же пакистанцев отвезти их. Я говорю, пожалуйста, докладывайте. Я приехал с ними в Исламабад. Они сразу пожаловались на меня. Вот то-то, то-то, господин Халиуллин нас оставил то-то, то-то. Я говорю, товарищ посол, я вам объясню. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста. Я ему подсунул, послу, проект телеграмма за подписью посла о том, что Абдусалама, этого крупнейшего физика современности, необходимо немедленно рекомендовать в качестве почетного члена Академии наук СССР. Он сказал, хорошая телеграмма, проект, подписал, отправили. Отправили в Москву, МИД и Академию наук СССР. И это совпало с подходом, с рекомендацией академика Бакадюмова, который был директором ядерного центра в Думке. Он друг был Абдусалама, он тоже рекомендовал. И Абдусалам в 1971 году стал за 8 лет до получения докторской степени стал членом, почетным членом Академии наук. Вот такая история. Потом меня перевели из Пакистана в другие страны. Это работал первым секретарем посольства СССР в Бухаресте, а потом в Непале, в Шри-Ланке, в других странах. Это занимало около 30 лет. Все это подзабылось, когда вышел в отставку с дипломатической службы. Моя жена, которая вот здесь сидит рядом, говорит, что что-то у тебя там накопилось много каких-то желтых бумаг, газет, справок. Ты их посмотри, если они тебе не нужны, я их выброшу. А я начал смотреть, нашел свои справки в Абдусаламе, сел быстренько, за 2 дня написал 2 статьи, московскую газету одну, а вторую журнал, глянцевый журнал «Персона». Сейчас не знаю, выходит или нет. В этой быстренько опубликовали мою статью об Абдусаламе. Там мои справки были и портреты опубликовали. Причем моя статья о квантовой физике, о Абдусаламе оказалась рядом с статьей Сергея Петровича Капица, крупнейшего, доктор физико-математического профессор. Профессор Капица пишет о гуманитарных делах, о демографии. Он любил последние годы жизни о демографии писать. А я, гуманитарий, пишу о квантовой физике. Мне это было приятно. Потом Капица же ко мне обратился, говорит, вы не дадите какую-нибудь, интервью небольшую. Я дал ему небольшое интервью об Абдусаламе, и тем кончилось. И кончилось. Прошло 30 лет после этого. 30 лет. Понимаете? И потом после того, как я видел впервые Абдусалам, 30 лет прошло, я
когда написал, у меня захотелось, я показал одному другу своему, бизнесмену, представителю малого бизнеса, Исламову, Ваязу Исламову, я говорю, вот такую статью написал, хочу книгу написать. Для этого, я говорю, надо поехать мне в Лондон, потому что он был профессором Лондонского университета, Imperial College of the London University. He had been about 35-40 years there as a professor, Абдусалам. And it was, I'm sorry, я прошу извинить, я что-то перешел в Лондон университета на английский. Но я хотел, я посмотрел, я отправил свою статью, перевел ее, которая персоне была опубликована на английский язык, Лондонский университет. Я попросил у них пару книг об Абдусаламе, чтобы написать книгу. Они говорят, немедленно, через неделю мне прислали мне приглашение в Лондонский университет, когда я уже в отставке, денег особенно не было, а моя дочь работала, нормально работала. Папа, поезжай, я тебе куплю билет Москва, Лондон, Москва. Я поехал и там неделю побывал и познакомился с сыновьями Абдусалама, которые живут в Лондоне. И один из них, у него было две жены, неразведенные, две жены. Одна жена пакистанка, они оба жили в Лондоне, другая жена Луиза Джонсон, англичанка. У него было 6 детей, 4 от первой жены, 2 от второй жены. Они дружно жили все, дружно жили. Да, 2 жены, никак не ругались, все это нормально. И младший сын от второй жены, Луиза Джонсон, Омар Салам, меня пригласил в Кембриджский университет. Кембриджский университет. Я попросил, чтобы там показал, потому что отец начал свою службу, учение с Кембриджского университета. Кембриджского университета я забыл, вот он какой. Это моя 3-я книга. Лауреат Нобелевской премии Абдусалам. Это моя 2-я книга. 2-я книга, 1-я книга вышла здесь, в Москве. 2-я книга Академия наук Татарстана выпустила. И 3-я книга об Абдусаламе, я перевел ее на английский язык. Вышла, вы знаете где? В ядерном центре, крупнейшем ядерном центре России, в Дубне. Предисловие написал директор крупнейшего этого центра Сисакян. Он читал на русском языке, а потом, говорит, я подпишу. Он подписал в 2010 году. Эта книга вышла на английском языке. Это уже 3-е издание. А потом 4-е издание в Казани опять. А вот то, что я презентую, куда он делся? А, вот здесь. Это уже 5-е издание. 5-е издание. Это 5-е издание. Так, только что получил из Лондона 500 экземпляров вышло, уже сейчас его нет. Я пару штук прихватил, кому кто занимается физикой, отдам. Недавно получил из Лондона сообщение, что эту книгу 3000 экземпляров выпустили в Лондоне для того, чтобы распространить эти книги для мусульман Западной Европы, Америки. Мне это приятно. Вы знаете, мне это чрезвычайно приятно, поэтому я живу именно этими вопросами. Я хочу подчеркнуть еще раз. Да, подожди. Да. Подальше убери. Да. Еще читать. Если хотите слушать, не читать. Я там стихотворение увидел. А стихотворение там есть. Абдусаламу, который посвящен. Да, там, я прочту. Ты любишь стихотворение, да. Но, вы знаете, гуманитарию, я там прямо иногда где-то пишу, гуманитарию заниматься квантовой физикой не так просто. Но главное, мне даже, когда я написал первую книгу, мой друг, доктор исторических наук, профессор Руть Александр Степанович, я ему сказал, я закончил книгу, издаю, и будет презентация в Дубне. Он говорит, ты как? Ты прежде не знать, я говорю, ты посоветовался с кем-то, соавтора возьми, физика. У меня есть хороший друг, кандидат физико-математических наук, пусть с ним вместе напиши, а вдруг ты допустишь какие-то... Нет, мне, говорю, интереснее всего самому докапываться. Мне не нужен соавтор. И я сделал презентацию там.
Вот так прошла жизнь с Абдус-Салам. Я, конечно, если есть возможность... Кстати, эти все книги есть, при желании вы можете найти. Вот, они в интернете об этом пишут. Вот библиотека Российской Академии Наук, там книги эти есть, мои книги. Это не только эта книга, но и вот книга «Восток глазами дипломата», но об этом потом я скажу несколько слов. И книга «На стыке двухтысячелетия», «Ренессанс Востока». То есть полдюжины книг, они есть в библиотеке Российской Академии. И даже некоторые статьи мои попали, вот здесь есть, из интернета вытащил недавно на днях, они попали даже в библиотеку президента Азербайджана. Несколько статей оттуда для президента. Не знаю, для чего это президенту Азербайджана нужно, значит, нужно стало быть. Вот, можете, вот эти я раздам, посмотрите, считайте, если есть возможность. У меня уже ничего не осталось. Да. Да. Ну, дайте. Вот. Так, работа над книгой об Абдус-Саламе была очень сложно. Вы знаете, дело в том, что вот здесь я тоже случайно нахожусь. Здесь вы знаете, что такое квантовая механика. Квантовая механика – это совершенно новая область знаний, совершенно новое представление о природе, о Вселенной. Вы знаете из истории, что модель, история, то есть философия Вселенной, созданная Аристотелем и Птоломеем, существовала почти 2000 лет без особых изменений до 17 века, пока Галилей и Коперник не нашли, так сказать, потому что Аристотель и Птоломей считали, что Земля находится в центре Вселенной, пока в 17 веке не опробировали совершенно другую теорию. Потом механика Исаака Ньютона, знаменитого Исаака Ньютона. Эта механика существовала 300 лет, не 2300 лет, а эту механику Ньютона, безусловно, заново пересмотрел гениальный физик Альберт Эйнштейн, после того, как он создал теорию, специальную теорию относительности и общую теорию относительности. И по этим вопросам у меня есть примерно своя рубрика в независимой газете. Его «НГ-наука». «НГ-наука» приложение, своя рубрика ежемесячная. Там публикую свои статьи. И там опубликовано несколько статей о теории, общей теории, относительной теории Альберта Эйнштейна. Эти вопросы для меня стало, жизнью мою. Моей жизнью стало, и, конечно, были и другие книги, которые, поскольку я после выхода написал об Абдус-Саламе, эту книгу сразу заметили кто? Заметили академики. Я академика Роберта Нигматуллина избрали 10 лет тому назад директором Института океанологии, крупнейшего института. И он после того, как его назначили, он поехал отдыхать. Во время отдыха прочитал мою книгу. И мне домой звонит. Я прочитал свою книгу. Я говорю, ляпсусов там много нашел, никаких ляпсусов, все хорошо. Давай выйду я сейчас с отпуска, приходи, будешь работать, заниматься пропагандой Мирового океана. Я говорю, я Мирового океана не знаю. Ну, я говорю, я тоже не знаю. Найдем общий язык. Я говорю, ты академик, ты доктор физико-математических наук, а я кандидат экономических наук. Я говорю, ну, читай. Взял и начал я писать. И опубликовал «НГ-наука» за последние 10 лет 100 с лишним статей. Все они вошли в такой мою толстую книгу, называется «На стыке
на стыке двух тысячелетий. На стыке двух тысячелетий, который издал татарское книжное издательство в 2014 году. В 2014 году презентация состоялась в центре, татарском культурном центре, где Витхан Абдурахманович Ахтамзян, мой учитель в каком-то смысле. Когда я был студентом МГИМО, он был аспирантом МГИМО. Он читал кое-какие лекции. Ну, тогда мы особенно не общались. Потом он стал кандидатом наук, исторических, доктором исторических наук, профессором. 70 лет профессор Ахтамзян служил в МГИМО. Это рекордные, можно сказать, годы, рекордные с точки зрения рекорд во всех отношениях. Это была выдающаяся личность. Кстати, эту книгу я посвятил, здесь прямо написано, посвящается памяти лауреата Нобелевской премии по физике Абдус-Салама, героя моих 3 документальных книг, когда еще 3 было, а сейчас уже 6, выдающийся деятель науки и культуры Татарстана, с которыми тесно общался на протяжении почти 50 лет. Академика Абрара Каримуллина, писателя Амирхана Яныкей, профессора Миркасима Усманова, а также моих родителей Нури и Хаджар Халиуллиных. Так, вы знаете, я понимаю, здесь почти 500 страниц. В век интернета такие толстые книги, особенно молодежь, не читает. Я это понимаю. Но дело в том, что каждый, независимо от специальности, найдет здесь небольшой уголок для себя. Потому что книга состоит из 12 глав, каждая глава имеет определенную тему. Я перечислил: 1 глава эпизода дипслужбы в моих 8 странах, так издатель требовал. 2 глава называется «Микромир и ядерная физика», там около 20 статей опубликованная НГ-наука. 3 глава «Макрокосмос и астрофизика». 4 глава «Триада мирового океана», чем я сейчас продолжаю заниматься. 5 глава «Управляющий мировым океаном». 6 геополитическая Арктика. 7 глава «Глобальное изменение климата». 8 глава «Поколение миллениумов». Вот о вас, с которыми я каким-то образом чувствую. 9 глава «Наука и религия». 10 глава «Восток и мусульманский мир». 11 глава «Кто расшифрует татарский след». Вот 12 глава. Один из здесь сидящих по телефону мне позавчера, когда с ним разговаривал, Ильдар, он представился. Есть Ильдар? Нет? Здесь. Когда я сказал, что буду презентовать книгу «Выдающийся мусульманский ученый 20 века», а там татары есть? Я говорю, нет, татар там нет, там пакистанцы все трое. Но у меня есть цикл 20 выдающихся татар 20 века. Вот здесь, в этой книге, они включены. Из 20, здесь 10 из 20 опубликованных, 10 включены, это короткие очерки о них. Из 10, 8 человек я лично знаю, с ними общался, 2, конечно, и не знаю, самых выдающихся. 2 кто? Бурхан Шахиди, это татарин, который уехал до революции из Татарстана тогда еще не было, из тех краев, уехал через Казахстан в Синьцзянь, и в Синьцзяне выучил сначала уйгурский, а потом китайский язык, стал премьер-министром Синьцзяна. А потом его взяли в Пекин, этого татарина Бурхана Шахиди, он стал заместителем председателем Мао Цзэдуна. Таких людей, из других наций, приехавших в Китай, я не знаю. Еще одна личность, которая меня завлекло, тема называется «Герой невидимого фронта». Исхаки Ахмеров. Вы знаете, о ком речь идет. Я впервые это опубликовал. Ахмеров. Исхак Ахмеров. Впервые опубликовал это 10 лет тому назад. Тогда было закрыто. Никто никакой информации не давал из американских источников. Да, опубликовал, и Джамиль тоже опубликовал кое-что по этому поводу. Да. Я опубликовал в 2006 году. Вы чуть-чуть попозже, по-моему. Я видел вашу статью в татарских новостях. Но не переводили. Может быть, да. Вы общались с одним из людей, который курировал его. Это личность особо выдающаяся. Если бы
Если бы не его информация, даже не информация, его действия в Соединенных Штатах, он был 10 лет был нелегальным резидентом в Соединенных Штатах перед войной, а потом после войны. Перед войной и после войны. Я не буду, это, в общем-то, личность исключительно выдающаяся. Он, когда его вызвали как раз в 40-м или 41-м году, да, в 40-х годах, Берия вызывал всех дипломатов, многих и резидентов, разведчиков, их многих сажали, все это прочее. Это был такой вот, такие годы репрессий. Вызвали его тоже. Он написал, я готов. Он хорошо работал, резидент. У него было много источников. И он попросил, могу ли я приехать со своей женой американкой. Да, племянница бывшего генерального секретаря Компартии Соединенных Штатов стала его женой и непосредственным сотрудником его деятельности. Приехал, разрешили, а потом возмущен был Берия, что это такое? В нашу резиденцию проникли американцы, но начальник генерал Фалин, по-моему, как его, не помните, начальник разведки, он говорит, нет, это вот племянница генерального секретаря Компартии США, Браудера. Он говорит, это понял Берия, это шутить со Сталином нельзя. Его оставили. То есть сделали каким-то стажером, а он уже был подполковником. Сделали. Потом опять его отправили. Я уже перед войной, во время войны, во время войны, каким образом помогал? Так когда немцы в 1941 году уже оказались под Москвой, в этот момент, как раз перед отъездом сюда, когда Лаврентий Берия вызвал его, он встретился с одним из резидентов, сказал, меня вызывает, меня отправляют в Китай. В Китай я туда должен поехать. А прекрасный был, я сейчас фамилию не помню, американец его, так сказать, близкий друг, тоже поставлял информацию, один из помощников Рузвельта. Все, он приехал, а потом в такой обстановке, когда война уже добралась до Москвы, он сочинил бумагу, где указывал, что японцы скоро будут бомбить американское владение на Тихом океане. И это передали через дипкурьеров этому его товарищу, он Рузвельту. Рузвельт вызвал японского посла дважды. Что вы там делаете? Что вы там делаете? Они молчат. Они молчали, а потом стали бомбить. Бомбить стали и Соединенные Штаты. Именно в результате этого впервые втянулась во Вторую мировую войну в декабре 1941 года. А это дало возможность около 500 тысяч советских солдат снять с Дальнего Востока для освобождения, для наступления под Москвой. Вот кто только Ахмеров. Вот о них я пишу. О них пишу, все это прочее. Ну, о других тоже есть. Я уже говорил, что вот есть Абдус-Салам, несколько. Но я еще хочу, все-таки, чтобы, может быть, много времени у вас отнял, но я хочу, стихи не буду читать, эпилог вам прочту своей вот этой большой книги, эпилог называется, это займет 2-3 минуты, эпилог. Времена меняются, меняется наше окружение. Вместо таксофонов, мобильные телефоны, вместе телевизоров, интернет, вместе писем, Твиттер и Фейсбук. Вон Трамп уже управляет Соединенными Штатами через Твиттер. Меняются города и страны. Вместо СССР 15 новых государств. Меняется даже Вселенная. Ускоренно расширяется. Возможно, даже она взорвется через пару миллиардов лет.
Тогда все начнется с нуля, как это было 14 миллиардов лет тому назад. Не меняется лишь сущность человека, его устремление и желание. Не исключено, что здесь речь идет о квантовом сознании мироощущения, куда еще наука не добралась. О квантовом сознании у меня тоже здесь есть. Попытки, так сказать, попытаться разобраться. Приведу крохотный пример из своих размышлений и мироощущений. Когда мне исполнилось 75 лет, я начал думать о выходе на пенсию, так сказать, об уходе на заслуженный отдых. Но возникли сомнения, и я решил поговорить по этому вопросу с нашим домашним врачом ВИА и своим научным руководителем, академиком Рин, имеется в виду Робин. Меня приятно поразили их мудрые советы, которые полностью подтвердили мои сомнения. Доктор ВИА твердо заявил, мужчина должен работать до конца. Академик Роберт высказался более дипломатично. Пока ноги ходят и голова соображает, продолжай работать. Когда будет трудно передвигаться, ты сам уйдешь на покой. А когда КПД мозговой деятельности резко снизится, я тебе подскажу о необходимости покоя. Пока он не говорит об этом, сам, правда, заболел. Я продолжаю работать в прежнем режиме, пока разгон Российской Академии Наук не коснется и моего скромного положения. У меня фактически есть своя ежемесячная рубрика в одной из престижных СМИ России «НГ-наука», я уже об этом говорил. Основная проблема для меня – статный образ перемещения в многолюдном общественном транспорте столицы, что отнимает почти 3 часа драгоценного времени туда и сюда. Пока еще и это преодолимо, ноги слушаются, могу простоять несколько часов в троллейбусе и в тесных вагонах метро, наблюдая сидящих с планшетами представителей молодого поколения, абсолютно безразличных к окружающим, которые никогда не уступят место пожилым, хотя об этом постоянно напоминают по радио. Недавно мое внимание привлекло любопытные выводы исследования Всемирной организации здравоохранения относительно причин старения и безвременного ухода людей. Названы 4 основные причины: курение, алкоголь, инфекции и отсутствие постоянного творческого мышления. Вот о чем я подумал в этой связи. Я никогда не курил, алкоголь меня не привлекает. Правда, тропические инфекции меня не миновали. 2 или 3 я болел тропической малярией. Но все это в прошлом. Главное окно для меня, полагаю, и для многих других, как, допустим, Джамиль Мустафин, поддержание творческой деятельности. Безусловно, подстегивание взаимодействия миллиардов нейронов нашего мозга всячески способствует активному существованию человеческого организма. Все это во многом зависит от нашего образа жизни, в данном случае от постоянного вызывания невидимых и не совсем понятных для нас бесчисленных нейронов нашего головного органа. В одной из своих статей больших я пишу даже о темной материи. Вы прекрасно знаете, вы молодежь, читаете, все это прочее. Вот вездесущие от атома во Вселенной составляет только 5%. Остальные 95% составляет темная материя и темная энергия. Темная материя около 26%, около 70% темная энергия. Что такое темная материя, темная энергия, пока никто не знает из ученых. Хотя уже 15 лет об этом говорят, изучают, все это проще. Я немного высказал даже, может быть, одну секундочку, сейчас задайте вопросы, дослушайте. Я высказал, что, по крайней мере, мне кажется, что темная энергия, которая составляет 70% энергии, которая заставляет Вселенную постоянно расширяться, твердая энергия является, то есть темная энергия является, гравитационным положением темной материи. Это высказал, никто против этого не высказался, никто, так сказать, не поддержал меня. Вот такими делами занимаюсь. Спасибо за внимание. Сильные ядерные силы. 4-я гравитационные силы. Гравитационные силы зафиксированы буквально 2 года тому назад.
1,5 года тому назад. Через 100 лет, когда об этом Альберт Эйнштейн высказал. Только показали во время слияния черных дыр, показали и силы гравитационные. Вот Абдус-Салам и 2 американских ученых, 2 представителя из 2 цивилизаций, трое с Абдус-Саламом. Абдус-Салам мусульманин, Глешев и Вайнберг, один из них иудей, другой христианин. Вот они, 3 выдающиеся личности, показали и доказали, что электромагнитные силы и слабые ядерные силы действуют в единстве, в взаимоотношении. Это впервые было доказано, и причем это было теоретических высказываний, это было мощное открытие, потому что Эйнштейн за последние 30 лет боролся, изучал, он искал единое поле, единое мировое поле, которое соединяет все 4 силы. Не нашел, ушел. Через 20 лет после его смерти, в 1979 году, получили за соединение 2 сил. Ну, это может быть немного скучно для людей, которые этим не занимаются. Это в этом величии Абдус-Салама. Поэтому Абдус-Салам я еще не сказал. Он сделал не только теоретические выводы, он был великолепным организатором науки. Он создал, в Триесте он создал специальный центр для физиков развивающихся стран. Главным образом для африканских, азиатских стран. Причем по теоретической физике создал с помощью правительства Италии, представила возможность в Триесте, и с помощью МАГАТЭ. И этот институт подготовил за 30-40 лет около 100 тысяч научных работников. Вот его величие. А потом еще он был выдающийся, политик даже. Он встречался со всеми руководителями Китая, начиная от Мао Цзэдуна, Чжоу Энлая, он говорил на французском языке. Дэн Сяопином встречался, и Аюб-хан, бывший президент Пакистана, всегда его брал, все это прочее. Он встречался с многими лидерами других стран, Индии, Пакистана, уже я говорил, и арабских стран. Он умел создать мост в годы холодной войны между США и СССР. Он смог объединить усилия, когда все секретничали, мог объединить усилия американских, российских, советских ученых сотрудничать. Он сотрудничал с американцами и с нашими. Я уже говорил о Боголюбове. Вот его величие, все это прочее. Ну, если есть кому-то я хочу сказать, кому-то интересно... О тебе хочу сказать. «Восток глазами дипломата» я писал 15 лет тому назад. Это я пишу, это я сам о себе пишу. Можно почитать, это будет, возможно, интересно. Дай мне сказать. Конечно. Я буду краток совершенно. Кто кушает, желает... Вопросы хотят что-то, давайте. Да буду, дай-ка скажу. Вопросы, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Илья. Погромче, совершенно не слышно. Может сюда подойти к нему, пожалуйста. Ну, подойдите, да. Лучше громко не говорить. Да. Здравствуйте, меня зовут Ильяс. Я Ильяс, журналист. Ильяс, это у нас был Ильяс Пирамбар. Так, хорошее имя. Хорошее имя. Не Роберт, не Альберт, а Ильяс. Да, Ильяс. В честь него и назвали Ахмед. Да. Просто поскольку я журналист, я не могу спокойно не задать вопрос. Профессиональная привычка. Смотрите, вот квантовая физика, она наиболее близка к метафизике. И, на ваш взгляд, где начинается эта граница? Есть ли вообще эта граница? К метафизике нет. Метафизикой можно заниматься, так сказать, журналистом, все это прочее. Квантовая физика закрыла физику Исаака Ньютона в 30-х годах. Квантовая физика действует по всем линиям. Квантовая физика элементарных частиц, квантовая физика микрокосмос. Метафизика – это философский Изыскание. философский. Более того, я вам скажу, вы меня, конечно, простите, товарищ молодой журналист, после того, как квантовая физика господствовала во всем мире с 30-х годов, последний съезд Солвея, так называемый, был в 27 году, и там 30 выдающихся ученых, в составе которых были Альберт Эйнштейн, Планк
и другие, так сказать, выдающиеся личности, большинство из них лауреаты Нобелевской премии, они практически закрыли путь философии. Философия, которая существовала в XVIII-XIX веке как господствующая наука, обобщающая, связанная с метафизикой, не может понять квантовую физику, квантовую методику. Они ничего не могут. Философствуют только между собой. Это моя, так сказать, откровенная, может быть, резкая, так сказать, оценка философов. Философы молчат. Если они говорят, то ладно, спасибо. Я прошу извинить. Я прошу извинить. Метафизика ближе к философии, но философию устраивает. Дай мне кратко сказать. Да, сэр. Это Джамиль Мустафин. Я два слова скажу. Я его хорошо знаю. Он видный. Дайте мне два слова сказать. Да. Джамиль Мустафин писатель. У него десятки книг. Писатель. Умудренный писатель. Работал он. Я помню, когда я был, я только скажу, когда я был в Уфе, у Ахметьяна, ее главного, так сказать, секретаря по идеологии. Он мне подарил последнюю свою книгу. Смотрю, предисловие написал Мустафин. Там на русском языке все это было. Я один пример подал. Ну я же старый человек. Нет, он не старый, он всегда живет, так сказать, мыслями. Пожалуйста, говорите. Дорогие друзья, я буду говорить громко, потому что стал глуховат в связи с молодостью. Мы сегодня прослушали, я его знал давно. Кого? Обходил тебя. Я видел, что это полиглот. Ну, думаю, так молчаливый. И что сегодня я услышал, и думаю, что вы услышали, узнали. Это же лекция. Кто записывал, я показывал тут, записывали или нет? Это? Записано, да? Ну, молодец, умница. Оказывается, говорливый. Мы видим, как вокруг нас есть люди уникальные. Ахмеров, Агареев я первый написал, так и называлось, первый, потому что он фельдмаршал, по перевести на язык нормальный, человеческий. А этот Ахмеров, мне как это кажется, с этим был знакомым в Японии это был. Ну ладно, это я отвлекаю. Это нужно, не знаю, в каких умных аудиториях надо читать. Слушать этого человека. Слушай, потом книгами разберешься. Да, я слушаю. Потому что ты настолько интересно, даже меня, избалованного человека, слушанием великих людей интересных, я много не понял, 99% я не понимал. Но как ты рассказывал, с какой любовью, с каким глубоким знанием, то, что нам недоступно, но становилось сердце близко. Вот это потрясающе. Дальше. Что бы я хотел? Я сегодня хорошо, что ошибся, пришел. Думал, от Абеева будет, по телефону я не расслышал. От Абеев это был первый секретарь обкома партии Татарстана, самый молодой, уникальный был человек, подтвердишь, да? Но ты для меня сегодня открыл целую не только огромную книгу открыл, свою душу. Поэтому вот тут молодые люди сидят. Может, среди них есть пишущие, не писающие, а пишущие. Мы ищем, учитесь, Яхутлардан, Шибеннар в Казани, как мне старики говорили. Шибеннар, это анекдот почти что. Вот, первое. Найдите время, желание, чтобы душа лежала. Об этом уникальнейшем человеке написал. Я был бы моложе лет на 20, на 30, я сказал бы, все, пошли, хватит, пойдем, будем с тобой встречать, и петь, и гулять. Это ходячая энциклопедия. Да, это гордость нации, поймите вы. Одно дело кричать, ага, мин-татара, ба-ба-ба-ба. Вот он настоящий. Настоящий. Ты сиди, ты моложе меня. Подожди. Энциклопедия. Нигматульнин Роберт тоже, вот это, значит, он был тогда самый молодой доктор наук. Это в 1973 году он меня на юбилей пригласил. Мы там, он прочитал мое «Сибирское чудо». И вот, молодые люди, мне бы хотелось,
чтобы вы отсюда вынесли желание написать, дай договорю, написать о таких людях, именно вот о нем написать. Найдите время, найдите вот, во-первых, даже видите, у него сколько книг. По ним можно его изучать, потом, ну, раза 3 застолье встретиться где-нибудь. Вы понимаете, вот как выдается, поднимается национальность, а не так мы в грудь себе стучать. Не этим, не в застолье. Слушаю я, это целый институт, то, что он сделал, это целый институт должен, имена-то он помнит, науку-то он знает, все. Я бы хотел, чтобы книга вышла в молодой гвардии «Жизнь замечательных людей», чтобы о тебе было написано, потому что это не ты, а ты объединил, вобрал в себе все дарование татарского народа, вот эти имена, которые тебя связали. Это же надо поражать. Я всегда с ним здоровался, как-то молчаливый такой человек, полиглот. Я хочу еще раз, товарищи, что нам повезло, и я рад самому себе, что пришел. Тебе спасибо, хозяин, что пригласил. Что есть у нас такие люди. О них нужно писать. И еще последнее. Еще. Я вырос в ссылке в Сибири, в Тайшете. Вот когда молодежь начинает, мы татары, мы то. В Тайшет, это 5000 километров от Москвы. Посмотри, Тайшет, Тай. Жеребенок. Акульшет, куль. Байвоновка, там эти, даже я на медведя наткнулся, малинник огромный. Вон когда шло, на карте эти люди, на карте. И вот мне сегодня из Тайшета позвонили, тоже там опять там что-то хотят про меня, там что-то такое. Вот он, живой человек, пока живой. Сколько лет-то тебе? 45. Нет, сколько? Чуть меньше ваш. Чуть 89? 82. А? 82. 69. Да. Вот, вот о чем На вас дело. расти. Рахмат. Ведь я так стал. Джамиль, слишком Я сильно еще раз обращаюсь, молодежь. Постарайтесь, кто умеет писать. Есть желание. Меня любили великие татарские писатели. Гумар Абу-Баширов, Хасан Туфан. И я этого татарского не умел говорить. Они как-то прощались и меня делали. Я благодарен им. А вот молодежь, которым я помогал, и стали, я не буду, умерли делать. Вот он, живой и настоящий, молодец. Тебе спасибо за это. Может быть, ты зарядишь, у кого-то появится. Героев не надо искать. Вот так вот, Рахмат Сия, дай-ка это... Джамиль, дорогой, для меня это Не тебя, ты меня поразил. вдохновляет, спасибо большое. Смотри, он еще ничего.